Добрый день, уважаемый жюри. Меня зовут Парахонький Арчим Эдуардович, я ученик 8 класса Международной российской школы. И сегодня я хочу вам предоставить свою тему электрокартинг на базе гироскутера. Целью моей работы является это изучение принципа строения электрокартинга, разработка технологий, изготовление их отдельных частей и, конечно же, сборка самого электрокартинга. Моя задача это овладеть навыками черчения, выполняя чертежи согласно техническим характеристикам, ознакомиться с технологией принципа работы электрокартинга и, конечно же, ознакомиться с навыком управления самим же электрокартингом после его сборки. Актуальность моей темы заключается в том, что в современном мире все развивается, ничего не стоит на месте, и вот в области автомобилестроения тоже наметились определенные тенденции. Сейчас все компании пытаются положить все свои усилия, чтобы создать электромобиль, так как цены на нефтепродукты с каждым годом все выше и выше. И уровень выброса после двигателей внутреннего сгорания очень высок. И таким образом они хотят поддерживать экологичность в нашем мире. Методом исследования моей работы это, конечно же, изучение технической литературы, изготовление прототипа электрокартинга, испытание прототипа и разработка рекомендаций по изготовлению самого же электрокартинга. Дальше мы можем видеть историю появления электрокартинга. Электрокартинг, существует мнение, что он появился благодаря американским военным летчикам, которые во время Второй мировой войны в свободное от полета время занимались ездой на тележках с небольшими моторчиками. А другие же считают, что дети лет 9-14, точнее подростки моего возраста, мои ровесники, катались в небольших мыльных ящиках с колесами, с гор. И управлялись такие ящики веревочками, прикрепленные к передним колесам. И таким образом они устраивали соревнования в своих дворах, и назывались эти соревнования гонки мыльных ящиков, или на английском же Soapbox Derby. Основные характеристики моего электрокартинга вы можете наблюдать гироскутер. Тут написаны все характеристики моего гироскутера, который использовался при сборке. Тут указан диаметр колеса, который составляет 25 сантиметров, работа аккумулятора до 22 километров, минимальная нагрузка 20 килограмм, максимальная нагрузка 120 килограмм, угол подъема до поверхности 15 градусов, максимальная скорость движения 20 километров в час. И, конечно же, сам вес моего гироскутера 12 килограмм. Дальше мы продолжаем описание моего электрокартинга, и мы тут можем видеть прототип моего электрокартинга. Вот на этой фотке. Тут все пронумеровано, вы можете наблюдать под первой цифрой сиденье водителя, второе рулевое колесо, третья стойка руля и так далее. Дальше вы можете наблюдать процесс сборки моего электрокартинга. И, конечно, стальная рама это весело и крепко, но для их сборки, ремонта или модификации требуется большое количество специализированных инструментов, которые не могут быть у каждого в доме. Инструменты, которых нет у большинства людей, не то чтобы в доме, но и людей. С другой стороны, дерево можно обработать с помощью инструментов, доступных в большинстве домов и во всех магазинах товаров для дома. Особенности моего электрокартинга. Первая особенность это же, конечно, экологичность, так как по данным Европейской Федерации транспорта и окружающей среды, в нынешнее время уровень выбросов углекислого газа при эксплуатации электромобилей вместе с уровнем выбросов вредных веществ при производстве аккумуляторов батарей в случае с электромобилями на 22% меньше, чем для дизельных авто, и на 28% меньше, чем для машин, использующих бензин. Второе это безопасность и легкость в применении, простота и доступность сборки, легкость в управлении и обслуживании даже школьниками. Сокращение затрат позволяет существенно сократить затраты на содержание самого электрокартинга. И четвертое это же, конечно, отсутствие принципиальных отличий от готового электрокартинга. Дальше мы можем наблюдать смету расходов на мой электрокартинг, который в итоге составил 1892 рубля, не считая самого гироскутера, который стоит около 6000 рублей. На этом слайде показаны фотографии работы и сборки моего электрокартинга. Вы можете наблюдать, как мы его... начало строения моего электрокартинга, первое испытание его и так далее. И в заключение я хочу сказать то, что наш электрокартинг представляет собой полноценный, самое главное это полноценный работающий прототип, позволяющий ездить на электрической тяге гироскутера и повторяющий систему управления картинга. За основу двигателя мы взяли гироскутер Goldwheels фирмы Hoverboard.
И сама рама и комплектующие собраны из подручных материалов, поэтому его сборка обошлась всего лишь 1892 рубля, как я говорил ранее. Или, будем грубо говорить, 2000 рублей, не считая цену самого гироскутера, который составляет около 6000 рублей, и в сумме мы получаем около 8000. Что намного меньше покупки того же самого функционального гироскутера, готового картинга точнее, который стоит около 55 тысяч рублей. Использованная литература в нашей презентации, и, конечно же, спасибо за внимание.